Салем Достар, Салем Жастар, Буген Сазами Бергетах и Саракас. Сегодня с вами я. Еще раз напоминаю, что 19 августа я буду в городе Алматы в Казахстане. Я также попадаю на концерт Ninety One. Поэтому, кто хочет со мной встретиться, можете написать мне в Инстаграме и ВКонтакте. Обязательно с вами встретимся. Также напоминаю, что в моем Инстаграм-аккаунте проходит конкурс вот на такие классные футболочки. Победитель будет выбран, и, возможно, если ты будешь с Алматы, то лично я тебе в руки передам вот такую классную футболку. Сейчас будет реакция на Буера Мдит. Я на самом деле могу ошибаться, поэтому меня исправляйте, пишите в комментариях. То есть это как обычно, да, я всегда всем говорю, что это немножечко мне сложно дается, поэтому давайте начнем. Это первый раз я слушаю про эту группу. Я о них ничего не знаю и надеюсь, мне зайдет. И раз, два, три, поехали. Так. Начало уже интригующее, на самом деле. Вау. Это интересно выглядит, слушайте. Ай. Ну как? Объясните мне, ну как это у таких маленьких мальчиков могут быть такие шикарные голоса? Я хочу так же. Мне нравятся эти движения, я не могу так сделать. Вау. Он реально качает. Я тоже так умею. Они, знаете, такие две противоположности. Один, значит, такой белый ангел, да, такой весь сияющий, а другой такой больше такой, как дьявол. Мне прям классная задумка, ребят. Там девчонки есть, а девчонки танцевать будут, интересно? О. Я не думала, что я буду наслаждаться к чьими-то ногами, но это красиво выглядело. Зачем они ее спалили? И действительно, почему бы не затупить Ютубу и вот не сделать вот так, да. Потом, как я, интересно, видео вставлять буду. Вау. Ну вот это, кстати, прикольно было. И у меня опять YouTube завис. В общем, ребят, косяк будет, и, пожалуйста, извините меня, но почему-то YouTube сегодня не хочет нормально работать. В принципе, ладно, не страшно. Я клип посмотрела, я поняла суть. И что я могу сказать? Я жалею то, что я раньше не посмотрела, потому что песня классная, и она стопудово будет в моем плейлисте, серьезно. Но единственный минус, вот прям минус очень сильный. Как по мне, то есть, да, локации красивые, как я обычно говорю, снять съемки
Все красиво, даже девочки меня порадовали, хотя у них движения тоже были немножко скованные. Все нравится мне, мальчики тоже, мальчики вообще красавчики. Тот, который с длинными волосами, он больше такой милашечка, да, и типа такие, все такие, ага, милашечка. А тот, кто с короткими волосами, он больше такой, типа, мачо-мэн, ну вы меня поняли. И действительно, я хочу сказать, то есть у него тут просто, вот я на кадре сейчас остановилась, где у него черная такая прозрачная, вот как топик, да, майка, не знаю, как сказать. И мне нравится, что у него накачанные руки, то есть это правильно хороший прием, показать реально, ну, тело, и как бы почему бы и нет на самом деле. Но я вот заметила именно вот у этого мальчика, вот я говорю, самый большой минус для меня, у этого мальчика, у него вот немножечко в некоторых моментах, он где-то в танце, он немножечко боялся неправильно станцевать, и смотрел, получается, он, не скажу точно, то ли на камеру, то ли еще что-то, но у него было одно движение такое больше скованное, то есть он боялся начать его рано и как бы или поздно, допустим. То есть, ну, надеюсь, меня кто-то понял. В общем, вот такая ситуация, но в принципе, то есть это не сильно так мешало, потому что он именно берет своей харизмой в плане того, что вот он реально читает хорошо рэп, и у него классное тело, то есть его реально образы, то есть в этом клипе они были на самом деле очень шикарные. И надеюсь, что в будущем у него немножечко уверенности будет побольше. И, блин, серьезно, если вдруг вы меня посмотрите, я не знаю, как тебя зовут, но я тебе хочу сказать одно. Ты шикарный, и не надо обращать внимание на других. То есть, кто бы рядом с тобой ни стоял, парень, девушка, там, не знаю, пусть там кто-нибудь там, да, из ваших там известных людей, никогда не обращай ни на кого внимания и просто делай, что тебе нравится, именно чувствуй. И делай, как чувствуешь, потому что, ну, без этого никуда. Да, ты можешь где-то не успевать, где-то не попадать, что-то не так делать, но ты так чувствуешь, и это именно твой ритм, то есть с этим ничего не сделаешь. Я тоже всегда, когда на танцах участвовала, я всегда сбивалась с общей массы, потому что, ну, у меня свой ритм в голове, мне об этом даже преподаватель всегда говорила, то есть, да, ты умеешь танцевать, ты танцуешь хорошо, но у тебя свой ритм в голове, и, типа, тебе немножечко очень трудно танцевать в команде, то есть для тебя больше сольная, типа, вот, карьера, грубо говоря, подойдет. Поэтому бывают такие люди, и с этим ничего не поделаешь. И в принципе, как бы, да, это не сильно так заметно. То есть мы немножечко подкачаться в плане своих способностей, да, талантов, вот именно танцевальных. И уже в будущем, на самом деле, все будет хорошо, и они будут смотреться реально гармонично. Вот. И надеюсь, что их образы или поменяются, или нет, но если даже вдруг в следующем клипе их образы поменяются, то эти образы будут хорошо подобраны, и им это подойдет. Надеюсь, вы меня все поняли, что я сказала, потому что я сама уже начала путаться, что я говорю. В общем, вот так вот. И что хочу сказать еще. Большое спасибо режиссеру, большое спасибо, кто надевал, и дизайнерам, да, то есть всем этим людям, потому что было сделано на самом деле очень шикарно. Вот. У меня наконец-то прокрутился тот момент, который должен был в конце быть. И он шикарный, да, когда он надевает маску на лицо. Ребятки, это шикарный клип, серьезно, поэтому смотрите клип почаще, он реально клевый, это просто эстетическое удовольствие, серьезно. Не знаю, как для вас, но для меня, честно, вот так вот. Еще раз напомню, что я приезжаю в Казахстан 19 августа, в город Алматы, да. Также не забывайте участвовать в конкурсе. И кто хочет со мной встретиться, пишите мне ВКонтакте, в Инстаграме, и мы обязательно с вами встретимся. Всех вас очень люблю, спасибо, что меня смотрите, встретимся с вами в Казахстане. Сау!